расскажи мне о признаках приближения часа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: послушайте того, кто говорит не по своей прихоти. Когда женщина родит свою госпожу, когда рабыня родит свою хозяйку. Хотите увидеть своих сегодняшних господ, взгляните на своих детей. Вы живете для них. Мам, купи мне телефон, держи. Хочу это, конечно, с удовольствием. А если вы чем-то не угодили, все, мам, я с тобой не разговариваю. Вы родили своих господ. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом. По тем временам это было неслыханно. Наоборот, дети жили, прислуживая своим родителям. Когда женщина родит свою собственную госпожу. Скажите, разве можно было когда-нибудь представить себе, что произойдет такое? Что дети будут вести себя с родителями, как со своими собственными рабами? Несколько недель назад я был в Нью-Йорке, посетил нашу новую студию и был поражен тем, как молодежь относится к своим родителям. Меня словно осенило, как точно все было сказано в этом хадисе. Сегодняшние дети, будучи еще младшеклассниками, уже спорят и пререкаются со своими родителями, используют фразы типа «заткнись» в адрес своих родителей. «И что ты мне сделаешь? Ты не сможешь заставить меня». Вот такое отношение. Потом, становясь подростками, они говорят родителям: «свали с глаз долой, исчезни и не появляйся пару дней». Отношение к родителям становится только хуже. А потом они достигают возраста обучения в колледже. Я слышал слова одного такого: «Мне уже исполнилось 18, ты мне надоела, всю жизнь я был вынужден считаться с тобой». И это говорит ребенок своей собственной матери. «Ты меня достала, с меня хватит». Кто вынашивал в себе этого ребенка? Кто в муках рожал его? Кто выходил этого ребенка, вскормил его грудью? Кто научил этого ребенка ходить и говорить на родном языке, по-английски язык матери, который впервые он слышит именно от мамы?